Здравствуйте, меня зовут Бутуханов Вячеслав. Я представляю проект 3D-словарь бурятского языка с дополненной реальностью. Данный проект – это моя волонтерская инициатива. Я занимаюсь 3D-моделированием, преподаю 3D-моделирование для детей. И вот возникла такая идея совместить традиционное изучение по карточкам. Это давно зарекомендовавшая себя методика с новой технологией дополненной реальности. То есть мною было разработано приложение, которое работает совместно с карточками. Таким образом, мы наводим смартфон на карточку, там возникают анимированные 3D-модели. И также можно прослушать, как звучит слово, и повторить. И вот реализовали данный проект. Получается, здесь у нас 80 карточек. Разработаны также методические указания. 80 карточек по темам. Вот так они выглядят. По темам человек, природа, предметы быта, животные. И также разработано бесплатное приложение, которое можно скачать в Play Market бесплатно. Вообще мы получили грант изначально. Это был грант Росмолодежи, около 200 тысяч рублей. На вот эти вот средства выпустили первый тираж. Далее с этой инициативой вышли в Министерство образования республики. Нам там очень хорошую поддержку оказал министр образования Баир Жалсанов. И таким образом мы сделали тираж 500 экземпляров именно печатного словаря, а приложение у нас уже было разработано. И данный словарь он прошел апробацию в двух школах. Это лицей-интернат первый и лингвистическая гимназия третья. Там мы получили отзывы, достаточно хорошие отзывы от учителей. Дело в том, что сейчас дети с самых малых лет, они соприкасаются с различными гаджетами. Вот как раз вот эта вот технология, она позволяет их от этих гаджетов привлечь к занятиям с традиционными учебными пособиями. То есть вначале у них интерес к 3D-моделям, потому что они рассматривают их на смартфоне. А далее уже учитель, потом, когда они запомнили вот эту вот базовую лексику на уровне 80 слов, далее учитель уже потихонечку начинает с ними заниматься по обычным учебникам. В частности, учителя, они очень хорошо отзывались. Почему? Потому что, во-первых, у детей интерес проснулся к изучению. И уже они сформировали вот этот словарный запас, минимальный, который затем, это как фундамент получается, эти 80 слов, кирпичиков. И дальше уже можно наращивать лексическую базу. В прошлом году с этим проектом участвовал в конкурсе «Доброволец России». Там прошел в полуфинал. Также этот проект он был представлен на многочисленных форумах всероссийских, и республиканских тоже. И в этом году тоже удалось поучаствовать. Также прошел данный проект полуфинал. И последнее его достижение, это мы участвовали с ним в форуме сообщества. Там тоже получили оценку достаточно высокую на всероссийском уровне. А сейчас, в этом году, мы начали тиражирование проекта, то есть аналогичный словарь выпустили для удмуртского языка. К нам обратились коллеги из города Сарапула, Удмуртской республики. Они тоже работают по гранту Министерства национальной политики. И для них мы разработали аналогичный
словарь по удмуртскому языку. Там они выпустили вот относительно недавно, в сентябре, тираж, там около 250 экземпляров. И в данный момент они сейчас тоже тиражируют по школам. Но сейчас немножко пандемия внесла свои коррективы. То есть у них это сейчас пока, так скажем, немножко растянулось от того, что они планировали. Но также есть вот приложение для удмуртского языка. Оно бесплатное. Но будем надеяться, что в дальнейшем они будут распространять этот наш проект уже тоже в своем регионе. Ну, таким образом, сейчас в 2 регионах вот этот проект действует по нашей стране. А что касается вот трудностей с пандемией, то мы в марте сделали общий доступ, то есть эти карточки оцифровали, выложили в сеть интернет и разместили в социальных сетях информацию. Таким образом, даже не имея карточек, можно скачать приложение. Ну, все желающие могли скачать приложение и, наводя на монитор, могли дома с детьми заниматься бурятским языком. Ну, данный проект, он посвящен сохранению культурного разнообразия. То есть, если он начинался как именно пилотный по бурятскому языку, то сейчас у него такое общее название – это 3D-словарь для сохранения языков народов России. Ну и в дальнейшем, конечно, планы у нас будем по другим регионам эту практику распространять. Ну, уже есть тоже обращение со многих регионов, потому что вот эта проблема сохранения национальных языков, она достаточно остро стоит практически во всех регионах. И есть запрос именно на вот геймификацию образования и новые инновационные методики изучения языков. И как раз вот новая технология дополненной реальности позволяет объединить традиционную полиграфию и изучение языков с помощью приложений. Спасибо большое за внимание. Я считаю, что движение волонтеров культуры – это очень полезное движение. И в дальнейшем, конечно, будем участвовать всячески, потому что, ну, как мне думается, культура – это основа, в принципе, всего. Поэтому культуру во всех ее проявлениях необходимо поддерживать. И я считаю, что любая помощь, ну, даже какой-то небольшой проект достоин того, чтобы получать развитие. И, несомненно, нужно обязательно поддерживать данное движение. Хилайман.
Шандыгың. Айығым. Айығым. Орын. Шоны.